Итак, вот представляем наши ножи, которые будут разыгрываться. Ну, начнем с этого, да? Остальные все, наверное, уберем с кадра. Или пусть будет. Скажем, лот номер 1. О, даже уже помечать, наверное, придется. Лот номер 1. Сказано. Уже приклеивать надо, да? Получается так. Назвал. Вот так вот. Лот номер 1. И еще раз. Лот номер 1. Как в магазине на диване. Вы смотрите программу «Магазин на диване». Устраивайтесь поудобнее. Вот нож такой. Сталь У8. Кованая. То, что тут есть следы паковки, это означает то, что нож полностью выковывается. Ну, такой размер, толщина, все полностью так выковывается. Так нож прочнее. И карп березы такой в красноватом стиле. Здесь вставка больстер из копыта коня. Здесь выемка, ну, как сказать, для большого пальца. Сидит в руке ровно. 13 сантиметров нож. Рукоять, сколько там сейчас? Вместе с больстером рукоять 12,5. Так, ну больше даже. 12,5, чуть больше, пару миллиметров. Вот такой вот у нас лот номер 1. Лот номер 2. Такой же. Ну, маленько чуть отличается чем-то. Дух другой, что ли. Вот рисунки капа березы. Ну, они по-любому другие. Также здесь место под большой палец. Тоже копыта коня. Такой же нож. С точенным долом. Тоже следы паковки. Такой намек от мастера. Ага. Ножны вот. Из натуральной кожи. Ручной прошивки. И с ремешком. Из кожи. Вот тут я черным красил, чтоб и черными нитками прошивал. Особо так и не отличишь, да? И поэтому, ну, и ремешок черный повесил. Чтоб стиль был такой. Вот. Следующий лот номер 3 с кованым долом в черном стиле. Где у меня? Пометить. Сейчас перепутаю и прилетит, наверное, да? Вот кованый дол. Тоже 13 сантиметров. Все 13, ну чуть поболее. 13,3. Толщина 4 миллиметра. Тоже они все из углеродистой стали. Тут тоже копыта коня. Рабочий, хороший нож. Так, ну вот, тоже похожи на эти ножи. С точенным долом, со следами паковки. Карп березы рукоять
Даже с местом под палец. Больстер копыта коня, сказал или нет, уже запутываюсь. И тут нужно вот такого стиля. Тут там деревяшка. Тут как-то подобрал, носик у него чуть поострее, как-то элегантнее выглядит, да? Что ли? Ручная прошивка. Вот двумя нитками, двумя иголками шью, как сидельным швом. Вот такой вот тут он, красавчик. Тоже пометим. Думаю, разыграем все. Там. В том видео я говорил, что 5 разыграю. Вот разыграем 6. Вот это будет супер призом. Ну, он мне как-то больше нравится. Я бы такой носил. Ну, из всех. Ну вот настоящий нож этого оленевода. Вот он тонкий. Тоже длина 13,3 мм. Толщина почти 4 мм. Вот такой вот нож. Как березы. Здесь длина, кажется, покороче. С больстером 11,5. Черные ножны с черными нитками прошиты. Также деревяшка тоже внутри. Это он пыль от кожи. Здесь же шкуркой туда упала. Что-то не хочу сидеть скребать его. Все равно выпадет когда-нибудь. Вот. А, что там? 5-й, да? Пятый лот. И вот. Кованый долм и счищенный потом после. Сталь такая же, узористая. А, кстати, я видео есть, где я его точу и потом об рог тестирую. Ну, все делал так, но заснял только его, потому что он мне нравится. Вид такой у него. Здесь у него длина 12,8. Да? Тут борстер посадил, походу, чуть побольше. Чуть повыше. Этот копыта толстая попалась. Ладно. Больстер копыта коня. А так не скажешь по виду. Все такой. Длина рукояти 13. Да, так и есть. Они у меня все одинаково нарезаю. Вот в таком коричневатом стиле рукоять. А нужно из кожи растительного дубления. Сделал такой эффект остаренности. Прошит тоже нитками черными. И здесь тоже в черный цвет покрасил. Торец. Вот. Вот 6-й. Лот номер 6. Там у меня в телефоне очень много этих заснятых всяких разных файлов. Найду, воткну, где я его точил. Вот. По 500 рублей играем. Выигрываем. Наслаждаемся
самой игрой. Если что, будем, ну как, в адрес поддержки канала принимайте участие, активное участие. Ровно через неделю разыграем. Всего хорошего. Все условия... не сказал. Условия будут такие. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. То есть бот он там будет постепенно выдавать, что надо делать. Куда, как оплатить. Я там на наш магазин товар сделали такой скачиваемый, виртуальный. И среди купивших этот товар по 500 рублей разыграем. Ну, чтоб со стороны закона никто не смог прикопаться. Разыгрывали же раньше эти, игровые автоматы или так далее. Покупаешь при входе в спичку, значит играешь. Кто не купил спичку за 300 рублей, тот не играет. Ну, типа так. И здесь же так же. Ну вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. И всего хорошего.
там на видео как будто что-то блеснуло. Вот. Это я на точиле случайно коснулся. Вот. Это не рогом, короче, не повредил. Вот так.